проблем, которые существуют на сегодняшний день и которые полностью преданы совершеннейшему забвению, это абсолютное прекращение программы возвращения с мест высылки наших соотечественников, которые по разным оценкам сегодня составляют от 80 до 150 тысяч в странах, только в странах Содружества. Вот. Отсутствие какой-либо законодательной базы и законодательной поддержки процесса этого возвращения, несмотря на принятые в свое время в 89-91 годах совершенно адекватных законодательных норм, позволявшим крымским татарам возвращаться с определенными гарантиями на свою историческую родину, сегодня эта проблема совершенно забыта, и никто этой проблемой не занимается. Вот. В частности, я думаю, что сегодня мы вынуждены были, поскольку не занимается государство, не занимаются другие так называемые авторитетные крымско-татарские объединения, пришлось создавать свой фонд «Ватандаш Соотечественник». Вот президент этого фонда Халилов Рустам здесь сидит. Вот. Будем и этим заниматься. Но более подробно мы Спасибо большое. Ну, я, конечно, хотел бы остановиться именно и поддержать коллегу Рената Шаймарданова в части, что подобное объединение руководителей общественных организаций, оно имеет равноправное начало, которое как бы охарактеризовано целями и задачами. Каждый из сидящих здесь и в зале руководителей общественных структур, они прекрасно дают отчет тем действиям, которые и той ситуации, которая сегодня сложилась как в Крыму, так и на Украине, в части межэтнических отношений или в части правовой основы, которая 20 лет тому назад должна была при упорной работе должных структур, там, представительных структур крымских татар, должны были приняться эти законодательные акты. Что касается инициативы, нашей инициативы регистрации фонда «Ватандаш Соотечественника», это опять-таки 20-летие умалчивания со стороны представительных структур крымских татар, свело на ноль саму функцию или само слово «возвращение». То есть в государственной программе, а это сегодня она называется социально-культурная адаптация, ну можно поломать все, депортированных лиц откуда-то из Украины, то есть сводится на нет слово «возвращение», его нет в этом тексте, в программе, в названии программы. Дальше, откуда депортировали, кого и как, тоже нет. То есть это умышленное какое-то сведение на нет этого процесса. Что я хочу сказать? Как раз таки исторический год сегодня, вот, 24 числа, со дня регистрации фонда. Я вам хочу сказать огромную, большие надежды возлагают на подобные вот инициативы общественных структур, проживающие наши соотечественники в Узбекистане, в Казахстане, в Российской Федерации. Только единственное препятствие – это отсутствие должной инфраструктуры при принятии этих людей здесь, на своей родине. То есть получается, что вроде бы есть сегодня свод чиновников в каждой райадминистрации, но нет регистрации, где зарегистрироваться этим, вернувшимся на родину. Вроде бы есть министры, отождествляющиеся крымскими татарами, но они не решают ничего ровным счетом для того, чтобы человек вернулся и почувствовал, что его встретили на этой родине, и он нужен здесь, как соотечественник. Сведено на ноль, ну, я хочу сказать, экономическая составляющая этого. Посмотрите, я буквально на прошлой неделе был телезрителем АТР, где в передаче Буавта, сидели наши, будем говорить, представители власти крымско-татарские и рассказывали о том, как они держат на пульсе ту или иную проблематику. Мы все знаем, мы все видим, но нас вот не слышат там, я не знаю, чиновники из Киева, из центра и так далее. Когда начинаешь вглубь этой проблемы заглядывать, так ваша вина, вы даже не стучитесь в некоторые двери. Я сегодня могу за год интенсивной работы, а что такое интенсивная работа? Это регистрация этого фонда,
Второе. Сам лично я провел анкетирование через, спасибо большое «Голосу Крыма», через один номер газеты «Крым», «Голос Крыма», то есть я провел и порядка 2000 сегодня анкет уже сведено в электронный реестр. Я знаю, каково количество пенсионеров, каково количество депортированных из Крыма, я знаю, сколько молодежи. Сегодня я вижу проблему, где, куда они хотят как бы переехать на свою историческую родину. Какая проблема стоит у них? Дальше. Я посмотрел в процессе легализации документов. Вот это огромный пласт работы, который предстоит человеку совершить при переезде. То есть, если берем статистическую семью 4-5 человек, им надо потратить своих денег порядка $5000. Я могу ошибиться только по одной причине, что в Узбекистане, пока я вел вот эту вот работу, изучение этих всех вещей, увеличилось перевод, лингвистический перевод документов, одного документа, в 3 раза увеличили. Я вам хочу сказать, предпосылки этому есть. Каримов, президент Узбекистана, теряет кадры в связи с тем, что Российская Федерация поправляет таким образом демографическую ситуацию. Казахстан прямо выкупает эти дома в близлежащих районах Казахстана. Крымские татары хоть и мало, но переезжают. И, естественно, он боится за то, что у него будет отток кадров. Конечно, очевидно, наше участие в этом вопросе, оно очевидно. Я хотел бы сказать, чтобы именно все аспекты жизнедеятельности крымско-татарского народа должны быть представлены в этом формировании, как сказать,